Самолет-амфибия БЕ-200 сегодня переброшен на защиту населенных пунктов в Сунтарском районе. Региональный фонд помощи обманутым дольщикам создадут в Якутии. А работники агропромышленного комплекса получили возможность укрепить свое здоровье в санаториях региона. Два рейса региональных авиакомпаний, задержанные сегодня утром в аэропорту столицы республики, вылетели в аэропорты назначения. Ранее самолет авиакомпании «Полярной авиалинии» в Мому был задержан из-за низкой облачности в принимающем аэропорту. Борт вылетел в 14:13 по местному времени. Также задержан был рейс из Якутска в Черский авиакомпании «Якутия». Он отправился в 14:24. Задержка самолета была вызвана низкой облачностью относительно взлетно-посадочной полосы и сильным ветром в поселке. За минувшие сутки в республике ликвидирован 1 лесной пожар и локализовано 9 возгораний. Продолжаются работы по тушению 15 пожаров. Также планируется локализовать 3 возгорания в Хангаласском районе. Все действующие пожары не несут угрозы населенным пунктам. Сложная обстановка сохраняется в Верхоянском районе. Там сейчас работает межведомственная рабочая группа. В тушении задействован вертолет Ми-8 с водосливным устройством. Также в республике работает воздушное судно БЕ-200 Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России в целях защиты населенных пунктов от перехода огня действующих природных пожаров. Отметим, что ситуация с лесными пожарами на личном контроле у главы республики Айсена Николаева. Якутия получит дополнительно 68 миллионов рублей на покупку техники для борьбы с лесными пожарами. Деньги выделяются из федерального бюджета в рамках нацпроекта «Экология». Перечень и количество находится на стадии формирования. Минэкологии региона отмечает, что уровень износа имеющейся на данный момент техники превышает 70%. Республике не хватает также гусеничных тракторов и вездеходов. Напомню, ранее, благодаря нацпроекту «Экология», регион уже получил 28 единиц лесопожарной техники стоимостью 85 миллионов рублей. И в продолжение темы самолет-амфибия БЕ-200 сегодня переброшен на защиту населенных пунктов в Сунтарском районе. В первую очередь воздушное судно направилось в село Мааркёль, где огонь действует в 5 километрах от населенного пункта. В тушении наземным способом задействовано 150 человек и спецтехника. Угрозы другим населенным пунктам нет. По пожару, который происходит у фермерского хозяйства на территории Мааркёльского наследия, сообщу, что данный пожар достаточно близком расстоянии, это 5,5 километров на сегодняшний день. Этот пожар мы контролируем путем направления туда мобилизованной силы. Группы будут выезжать сегодня. Также привлечено трактор ДТ, гусеничный трактор ДТ и 7 человек мобилизованной добровольной группы. Хочу отметить, что большую помощь оказывает правительство республики. На сегодняшний день решен вопрос доставки из Хабаровского края амфибийного самолета Б-200. Б-200 будет курсировать по этим пожарам, указанным пожарам, и отрабатывать по плану тушения согласно работе авиалесохраны и службы МЧС России. Между тем, правительство России утвердило единые правила расчета доплаты к пенсии до уровня прожиточного минимума. Расчет прибавки будет осуществляться на основании ситуации в регионе и с учетом размера прожиточного уровня пенсионера в стране в целом. Об этом сообщил глава Кабмина Дмитрий Медведев на встрече с вице-премьерами. На очередной финансовый год разработаны единые правила, по которым будет устанавливаться величина регионального прожиточного минимума пенсионера на очередной финансовый год. От нее и будет зависеть размер дополнительной социальной поддержки. Он будет рассчитываться с учетом ситуации в конкретном регионе и ориентироваться на прожиточный минимум пенсионера в стране в целом в первых 2 кварталах текущего года. Такой подход позволит исключить необоснованное занижение величины регионального прожиточного минимума пенсионера, ну и, как мы рассчитываем, приведет к повышению среднего уровня социальной поддержки пенсионеров.
Россиянам устроят ипотечные каникулы. Граждане, которые взвалили на себя ипотечное бремя, но вследствие потеряли возможность зарабатывать на прежнем уровне, смогут получить отсрочку по выплатам с сроком до полугода. Закон вступает в силу сегодня. При отсрочке платежей все необходимые деньги нужно будет выплатить в обычном порядке по окончанию льготного периода. Можно выбрать другой вариант послабления, например, уменьшение размера платежей. Уйти на такие каникулы можно только один раз. При этом заявитель должен соответствовать нескольким условиям. Улучшение позиции Якутии в национальном рейтинге по инвестклимату обсудили члены проектного офиса. Сегодня под председательством Владимира Солодова состоялось очередное заседание по данной тематике. Основное внимание уделили рассмотрению реализации плана быстрых побед региона. Документ включает в себя 32 мероприятия, и, как доложил заместитель министра экономики, за первое полугодие выполнено 14, из них 6 находятся в работе. Исполнен переход МФЦ совместно с Федеральной налоговой службой на систему межведомственного взаимодействия, что ускорило сроки выдачи госуслуг. Также в столице республики внедрили процедуру предоставления на присоединение к сетям инженерно-технического обеспечения по принципу одного окна и планируют ввести эту процедуру во всем регионе. Далее участники обсудили вопросы, касающиеся выстраивания конструктивных отношений с предпринимателями, создания более удобного интерфейса официальных сайтов профильных министерств и ведомств. В плане быстрых побед на втором полугодии будет 18 мероприятий в этом показателе, где 11 новых и 7 перешли из плана быстрых побед за первое полугодие. Создание горячей линии, проведение дня открытых дверей для представителей бизнеса по получению госуслуг Росреестра. В прошлом году мы все помним, что у нас были задержки, но наш МФЦ с Росреестром, они быстренько в течение 2-3 месяцев вышли на регламентный уровень. Также Владимир Солодов сообщил, что в Якутии создадут региональный фонд помощи обманутым дольщикам, который начнет работу уже этой осенью. После принятия соответствующего закона Госдумой у регионов появилось право создавать некоммерческие организации в форме фонда субъекта России для достройки проблемных объектов недвижимости. Якутия стала одной из первых республик, которая отправила соответствующую заявку. В данный момент по указу главы республики готовят документы для регистрации фонда. Предлагается, что он будет финансироваться на 8% из регионального и на 92% из федерального бюджета. Объем будет зависеть от официального реестра дольщиков. Если мы видим, что у нас в реестре просматривается там 500 человек, я условно сейчас цифру называю, потому что еще он устаканивается, то оценивается стоимость, вернее, объем средств, необходимых для достройки, и исходя из этого будет направляться заявка от региона на федерацию. Из федерации будет принято решение о софинансировании. То есть говорить о том, что фонд будет определенный объем сразу иметь, некорректно. Еще раз, мы будем исходить из того объема, который необходим для решения вопросов по дольщикам, признанными обманутыми. Работники агропромышленного комплекса имеют возможность укрепить свое здоровье в санаториях Якутии. Право на получение льготных путевок имеют труженики сельского хозяйства со стажем работы не менее 5 лет один раз в 2 года. Им оплачивается 80% стоимости лечения. Работникам из арктических районов полностью возмещается расход проезда. По информации Минсельхоза, в этом году выделено 128 путевок. Воспользоваться льготной путевкой могут агрономы, дояры, звероводы, коневоды и зоотехники. Также с этого года в список льготников включили чумработниц и бригадиров оленеводческих хозяйств. Мы все знаем, что с 2020 года вводятся профессиональные стандарты, и боимся, что в эти профстандарты наши оленеводы не смогут попасть. Поэтому, согласно приказу Министерства сельского хозяйства от 2002 года о стандартах оленеводческих домашних оленей, работников, которые работают в этих стадах, мы внесли изменения уже по отрасли оленеводства. То есть дополнительно к 16 профессиям теперь включены такие профессии, как бригадир-оленевод, оленевод-зооветспециалист, оленевод-пастух и чумработник. А наши ленские корреспонденты, между тем, проверили, как в городе приводят в порядок асфальтовое покрытие и убираются ли должным образом на улицах. Репортаж Анны Кожевниковой. Город – это наш дом. И, конечно, каждому хочется, чтобы в его жилище было чисто. Машина, пылесос ежедневно выходит на улицы города,
Эта техника предназначена для уборки дорожного полотна. Оптимальная система смачивания и пылеподавления позволяет использовать этот специализированный автомобиль в любое время суток, не создавая дискомфорта для жителей. Так начинается утро в Ленске. Центральные улицы тщательно вычищает и промывает машина-пылесос. Специальные щеточки очищают даже самые труднодоступные участки дороги возле бордюров, тротуаров. Но он предназначен только для уборки асфальтовой поверхности. Центральный, где хороший асфальт, Мухтуя, вот Каландарашвили, Пролетарка, Первомайская, вот Ленина и кусочек Победы. Нынче у нас песка очень много, объем большой. Вот потихонечку прибираем, чистим город. Остальные же улицы убираются вручную. Также на тротуарах трудятся дворники. В их объем работы входит уборка от мусора и очистка от песка. Жители удовлетворены состоянием центральных улиц Ленска, что не сказать о микрорайоне Алроса, где работы проводит другая подрядная организация. В городе да, а вот на Алросе нет. Вообще. А хотя мы относимся к городу. Они про нас совсем забыли. К остановке вообще невозможно подойти. Грязище. За все лето никто ничего не делал. В этом году праздник на примыкающих к центральным улицах. Здесь асфальта нет, но и грейдер бывает нечастым гостем. Однако администрация города изыскала средства для увеличения объема работ по грейдерованию. В контракт вошло 50 улиц. Это в эти улицы вошли Звездный, Светлый, Спутник, Мухтуя и Дальний Чанчик. Если не ошибаюсь, там по контракту около 10 тысяч кубов на весь объем. Ну, как бы улицы грейдировались, например, у нас есть такие проблемные улицы, как Транспортные, Монтажные, это вообще болотные улицы. Туда завозился сначала скальный грунт, создавалась подушка, сверху отсыпали ПГСом. Где позволяло отсыпать ПГСом, завозился грунт и выравнивалось полотно. Без трудностей не обошлось, но результат – благодарные жители, которые теперь беспрепятственно могут добираться до своих домов. Луж не будет весной, осенью. А то здесь лужи такие, что весной потом вообще невозможно проехать. Выровнять надо все равно. Но я здесь 3 года живу, первый раз за 3 года. А так везде бы так грейдировали, лучше было бы. Жители отмечают, что в последние годы Ленск становится чище и благоустроеннее. А чистый город – как уютный дом, в который всегда возвращаешься с удовольствием. Анна Кожевникова, Виталий Андреев, Ленск. На этом выпуск подошел к концу, но мы продолжим следить за развитием событий. Спасибо за внимание и до встречи на нашем телеканале.